Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Либапе местный коррупционер метит на высокую должность. Это глава управления газоснабжения Либапского вилаята Атамарат Нарбаев, который рассчитывает на скорый взлет карьеры. Сейчас его кандидатуру рассматривают на пост хакима Туркменабада или на должность заместителя председателя госконцерна Туркменгаз по добыче, а это фактически уровень замминистра. Чиновник уже прошел обязательную медкомиссию и фильтр Министерства национальной безопасности. Его документы лежат в аппарате президента и ждут, в какую коробку их определят. Туркмен Ньюс предлагает поближе познакомиться с этим человеком, который очень любит деньги, но и умеет ими делиться. В Либапском вилаяте открылось не новое месторождение газа, а целая залежь коррупционеров, связанных с газовой сферой напрямую. Одни имеют непосредственное отношение к Туркменгазу и его структурным подразделениям, а другие их покрывают. На их фоне Атамарат Нарбаев особенно выделяется. Инженер-механик по профессии, он за 10 лет работы в вилаятском управлении газоснабжения выстроил сложный механизм выкачивания денег из каждого сантиметра пространства. Хочешь место, плати взятку. Это базовая схема и движущий момент, характерны практически для всех учреждений Туркменистана, в том числе и либапских. Действует она и у Нарбаева. За место в штате он берет с каждого нового работника по 1,5–2 тысячи долларов. И можешь приходить на газовое предприятие хоть с дипломом агронома. Эту схему Нарбаев так любит, что иногда специально поддает газу. Например, чтобы освободить для продажи уже занятую должность, на сотрудника начинают давить, грозят ему увольнением по статье, а в итоге вынуждают написать заявление на уход. Тот факт, что и этот работник когда-то заплатил за трудоустройство, даже не вспоминают. Доходит до найма мертвых душ. Это сотрудники, которые на работу не ходят, но числятся в зарплатной ведомости. Деньги же затем успешно обналичивают. Кадровики Туркменгаза не предъявляют ни претензий, ни требований поделиться. Они этого просто не видят. Ведь управление Либап газоснабжения входит в объединение Туркменгазоснабжения. С начальницей отдела кадров этого ведомства Шекер Байлыевой Атамарат Нарбаев договаривается напрямую. Так выходит намного дешевле, чем через головную структуру. Не брезгует чиновник и мелочью. Так, служебным автомобилям приписывают пробег, а якобы израсходованный бензин сливают и перепродают, списывают и также перепродают запчасти, порой попросту воруют запасы со склада. Провести все это по документам помогает главный бухгалтер вилаятского управления, при этом инфраструктура, на поддержку которой были выделены украденные ресурсы, годами стоит без ремонта. Неудивительно, что в Либапе случаются проблемы с газоснабжением и даже аварии с человеческими жертвами. Так, в 2021 году из-за утечки газа произошел взрыв в многоквартирном доме в микрорайоне Гагарин в Туркменабаде. Тогда погиб как минимум один человек – ребенок. Главбух помогает Нарбаеву и с другими технологиями, выделяет средства на несуществующие нужды, переносит уже совершенные затраты на будущие периоды, чтобы в текущем выйти в плюс. Сохраняет на балансе изношенные основные средства или абонентскую задолженность, которую невозможно взыскать, чтобы раздуть активы, помогает принимать оплату от людей в обход кассы и так далее. В Туркменистане без покровительства подобные махинации проводить невозможно, тем более такому высокому в местных масштабах чиновнику. Вот и появились у Атамарата Нарбаева свои аркадаги, причем в таком ведомстве, как прокуратура, призванном следить за соблюдением закона. Там Нарбаева прикрывают прокуроры по надзору Мамед Мамедов и Арас Разыев. За взятки они дают чиновнику выйти сухим из воды после любых проверок газовой службы. Работа им хорошо знакома, так как с предшественников Нарбаева они тоже брали взятки при удобном случае. Арас Розыев – сам коррупционер до мозга костей. До 2020 года он возглавлял прокуратуру Балканского вилаята и там тоже любил деньги с запахом газа, закрывал глаза на нарушения на заводе Гарабагаз-Карбамид. Носил чемоданы от иностранных нефтегазовых компаний бывшему генпрокурору, а затем вице-премьеру по торговле Батыру Аддаеву, крышевал в вилаяте всех чиновников и весь бизнес. Жадность стоила Разыеву должности, за коррупцию его сняли раньше срока, но даже с таким пятном его не посадили и не выкинули из системы, а перевели на более скромную должность.
Причем до перевода в Либап прокурор успел заскочить в Ашхабад и всего за 2 месяца незаконно получить там ведомственную квартиру в Олимпийском городке. Помог как раз Батыр Аддаев, в то время генеральный прокурор Туркменистана. Последнего не смутило то, что у супруги Разыева уже было жилье в столичном микрорайоне Гаудан-Б. Да и в других населенных пунктах страны недвижимость имелась, в то время как другие бюджетники годами стоят в очередях, не имея ни одной квартиры. Сейчас у Разыева с женой 2 квартиры в Ашхабаде, а в Туркменабаде вообще имеется мраморный дворец. Но вернемся к Атамарату Нарбаеву. Прокуроры закрывают глаза не только на взятки и хищения, но и на смерти по его вине. Взрыв в 2021 году замяли за $20 тысяч, а за 50 тысяч не стали разбираться в предсмертной записке начальника райгаза Дяневского Этрапа. Мужчина совершил самоубийство и написал, что до этого шага его довел Нарбаев. Как рассказывают источники в вилаяте, Нарбаев разрешает кирпичным заводам играть на счетчике, а откаты за это вынуждает собирать своих этрапских подчиненных. Не все справляются с давлением либапского начальника, поэтому один лишился жизни, а другой, Шерали Эгамбердиев, этой весной был уволен. Самому Нарбаеву с карьерой помогает и влиятельная родня, бывший директор химзавода Туркменабада Гурбан Назар Аширов и его сын Джейхун Аширов, управляющий делами хакима Либапского вилаята. Как раз старший Аширов и проталкивает кандидатуру племянника наверх, где тоже, если что, поддержит и правительственный куратор Туркменхимии Рустам Хамраев, который сам родом из Либапского вилаята, и заместитель председателя Туркменгаза Шагильды Хангильдыев, которому Нарбаев передает по полпачке при каждом его визите в вилаят. Источник Туркмен Ньюс рассказывает, что Атамарат Нарбаев дружен и с Лейлой Агаевой, главой городского предприятия снабжения рабочего питания и обслуживания. Пенсионерка Агаева продолжает работать благодаря своим многочисленным связям. Она, например, на «ты» с главой Туркменгаза и бывшим вице-премьером Максатом Бабаевым, также с бывшим главой Туркменгаза и нынешним вице-премьером Батыром Амановым. Еще с бывшим вице-премьером Шахимом Абдрахмановым и другими людьми, которых бесконечно тасуют на высших топливных постах, пока они сами продвигают повыше собственных протеже. С Нарбаевым Агаева связана не только дружбой, но и очередными схемами, так что если его собственных связей не хватит, то она замолвит за него словечко перед кем-то в правительстве, ей это будет на руку. За время работы в управлении Либап газоснабжения Нарбаев разжился 3 Тойотами разных моделей, а также фермой и даже строительной фирмой. Обычный человек на этом бы остановился, но у Нарбаева амбиции куда выше. Наблюдатели Туркмен Ньюс в правительстве сообщают, что в ближайшее время будет отправлен в отставку хаким Туркменабада Гуванч Базаров, и Нарбаев метит на его место. Однако и в родной газовой системе есть должность, которую он не хочет упускать из виду – заместитель председателя госконцерна Туркменгаз. Глава Туркменгаза Максат Бабаев имеет статус министра Туркменистана, и быть его заместителем, да еще и по добыче, весьма привлекательно. В том числе можно повторить путь Бабаева и подняться на высшую ступень в госконцерне. Впрочем, если попасться на том же, на чем и Атамурат Черыев, то есть на аварии из-за хищений, то можно лишиться и свободы. В бизнесе большие возможности и большие риски идут бок о бок. Опустят ли либапского чиновника-дельца на какой-то из новых рынков, покажет время. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.